Как мы уже разобрали, гласные буквы могут быть узкие и широкие. К узким относится буква И. Если при произношении буквы И слегка открыть рот пошире, то получится буква И. Также узкая буква И, где широкая пара А, У, О, И, В тувинском языке при динамичной быстрой речи узкие гласные подвергаются некоторой регрессии. Например, Номджутнар. Отдельно, если медленно произносить, будет Номджутуннар. А в быстрой же речи вот эти узкие буквы подвергаются некоторой регрессии. Длительность их уменьшается и получается Номджутнар. Номджутнар. Как мы уже ранее разобрали, в тувинском языке гласные могут быть простые, долгие, лингаризованные. Длительность простых на этом уровне, а долгих на этом. Так вот, в быстрой динамичной речи узкие гласные подвергаются регрессии, и длительность их составляет примерно половину от простых уровней. И поэтому они произносятся не очень четко. Номджутнар. Номджутнар. Вот. Та же самая наша специфичная буква «ы» образовалась таким образом. Сеткль. Сеткль. Так как буква «и» узкая, в быстрой речи она переходит вот в такую фонему. «ы», «сеткль», «ы», «сеткль». Другие примеры. Алдын, алдын. В быстрой речи алдын, алдын. Нечеткая «ы», простая, а краткая. Алдын, алдын. В других тюркских языках вот это слово, например, пишется как алдын, алдын. А в тувинском языке гласная выделена, но она все равно произносится нечетко и очень кратко. Алдын, что равнозначно вот произношению в других тюркских языках. Алдын. То же самое и во всех остальных случаях. Например, амрар, амрар. Так, тут две буквы А. Амрар. Здесь буквы «ы» как будто бы нет. Но она есть, только краткая, не очень четкая. Амрар.